родовым приветствием «Хош гельденис». Можно продолжить приветствие и на других языках, ведь Гагаузия многонациональна. Разнообразие национальностей отражается в переплетении традиций и культуры каждого народа. Насыщенная мелизматикой болгарская музыка, стремительная и искрометная молдавская, яркая и колоритная гагаузская музыка. Организаторы данного мероприятия, учащиеся колледжа и юные музыканты музыкальной школы постараются сегодня передать зрителям колоритность многонациональной музыки Гагаузии. И первым у нас выступает, открывает наш концерт ученик музыкальной школы Иван Кайдаржи. Максим Болгар, 3 класс музыкальной школы. Сегодня исполнит нам хору Руде Ренило, композитор Марчел Будалы, терпист Василий, Карасини и Ось. Но у нас сегодня в экспромте это произведение. Почему? Потому что вчера буквально они хотели исполнять произведение дуэтом, а сегодня у них уже образовался квартет. Послушаем.
вдруг Анетты. Анетта нам сыграет произведение композитора Ивана Ивчила, уроженца Гагаузии, композитора, преподавателя Анкаринской консерватории. Произведение называется «Айрылык Ачысы», что в переводе означает «боль восставания». Я хочу обратить ваше внимание на то, что народные песни не менее колоритны, чем танцы. И вот первой песней на сегодняшнем вечере прозвучит в исполнении Покоржи Марьяны «Бре Водяничара». Марьяна нам споет и расскажет кратко, о чем эта песня. Водяничарю дерменджио смели мижи то-то. Водяничарю дерменджио смели мижи то-то. Не мога ленче, не мога душо, водanya маникаде. Не мога ленче, не мога душо, водanya маникаде. Одимоти очи твои не кабеде, смели мижи то-то. Одимоти очи твои не кабеде, смели мижи то-то. Не мога ленче, не мога душо, водanya маникаде. Не мога ленче, не мога душо, водanya маникаде. Одимоти снага твоя не кабеде, смели
моята снага, твоя нека биде, смели ми жито. Вода ке намери ме, жито ще ти смели ми, штам ке бъдеш моя ти. Вода ке намери ме, жито ще ти смели ме, штам ке бъдеш моя ти. Больше, чем македонская, но она половина болгарская шуточная песня о том, что девушка приходит на мельницу, просит ей смолотить зерно, но это водяная мельница. Ей мужчина отвечает, что воды нет, и он не может ей смолоть. Она его умоляет, и в итоге он говорит, что я смолю тебе зерно, мы найдем воду, но если только ты выйдешь за меня замуж. Спасибо большое. Следующую хору сегодня исполнит нам Гагаузия Иван. Ване. Вы увидели до этого, Ваня играл на контрабасе, но на самом деле он обучается в колледже второй год и изучает два инструмента. Первый инструмент, специнструмент — это аккордеон, а второй — контрабас. Поэтому не так легко осваивать два инструмента сразу. Спасибо. Юные музыканты, это оркестр народной музыки под руководством Ивана Ивановича Метеогла. Они исполнят копаницу. Это быстрый танец в размере 11-16. Хорошо.
исполнение Метеогла Сергея. Он тоже учится играть на 2 инструментах. Возможно, и будет изучать и 3-й инструмент. Если говорить о хоро, это традиционный болгарский танец, который распространен по всей Болгарии. И об этом танце, наверное, можно делать отдельное мероприятие, но я хочу обратить ваше внимание на слайде записанный. Пайдушко хоро. Есть такой танец, он распространен по всей Болгарии в размере 5/16. Ситно хоро исполняется только женщинами, распространен в северной области Болгарии, размер 2/4. Граутно хоро, массовый танец, исполняется юношами вместе с девушками, распространен в Шопской области Болгарии, размер 2/4. Тринско хоро, массовый мужской танец, распространен в Шопской области Болгарии, размер 2/4. И чуть позже мы с вами услышим в исполнении инструментального ансамбля четворно хоро. Это быстрый танец в размере 7/16. Но там размер необычный. Какой необычный, мы услышим чуть позже. А сейчас выступят гости с музыкальной школы, 2 юных музыканта, кларнетист и саксофонист. Христов Максим и Кузьмин Георгий, класс преподавателя. Станем, Николай Степанович. Концертмейстер Николай Степанович.
обратиться к зрителям. Какой размер батуты? 2/4. Следующую песню мы сегодня услышим в исполнении Бандалак Даны. Народная сюита прозвучит в исполнении Статова Ильи на саксофоне, аккомпаниатор Карасиди Иосиф.
еще один болгарский танец под названием «Четворный хорок» в исполнении ансамбля аккордеонистов. В исполнении данного ансамбля прозвучит под названием «Балканский танец». Я хочу рассказать об этом танце. В Балканском полуострове расположены частично и полностью Республика Болгария, Босния и Герцеговина, Румыния, Сербия, Республика Словения, Хорватия и Греция. Поэтому в музыке, балканской музыке отражены национальные традиции, колорит этих народов. Эта музыка энергичная, зажигательная. Насколько получится передать эту энергетику, мы сейчас послушаем.
названием «Мои кызы» прозвучит исполнение Комсомол Ольги и Кузов Марии. Аккомпаниатор очень интересное вокальное произведение. Оно напоминает русскую народную песню «Как хотела меня мать». И там дальше есть развитие. Она выдавала замуж свою дочку. Вот сейчас мы послушаем эту... Да, мы сейчас послушаем версию на гагаузском языке. За кого же хотела отдать дочку замуж мама? Замуж девушка. В итоге она вышла за музыканта. Да, почему? Потому что он будет играть, а она будет танцевать. Вот такая история. Спасибо большое. И Евгений Степанович исполнит нам... Я вообще сегодня не успел разыграться, и я не очень Значит, хочу. не исполнит. Значит, Евгений Степанович Надо? соло в следующий раз на 45 минут. Что исполнит? Сыграю болгарскую свиту. Начну с произведения, которое называется «Йовино хоро». А дальше... Пока не слышно.
Сюита состояла из нескольких частей. Первое произведение называлось «Йовино хоро». Размер 7/16 Б, ну, по-другому еще семерка обратная, плюс 11. Дальше. Есть палочка на экзамен. Да, дальше 9/16, тоже обратная. Потом 15/16 и 2 четверти. Вот, и закончили 2 четверти. Если говоря о народной музыке, мы не можем не вспомнить народные коллективы, оркестры Молдовы. Это оркестр Наутары, оркестр братьев Адваховых, Дюзават, оркестр Гагаузии, новый ансамбль Кардашла. Евгений Степанович является солистом данного ансамбля. И я их называю наши Наутары колледжи.
Я бы хотела закончить такими словами. Нам с вами очень повезло, что мы живем музыкой. И сегодня то, что исполнили наши артисты, это лишь крупица того, что можно передать и того, что существует в мире музыки. Огромное спасибо нашим артистам, нашим педагогам, которые готовили эти номера. Спасибо вам, ребята, за ваше трудолюбие, любовь к музыке, за ваше терпение. Хочу обратиться к зрителям. Я думаю, что этот вечер не последний в колледже. И в следующий вечер мы хотим видеть уже вас в качестве артистов. Любите народную музыку, музыку нашей Гагаузии. Я, в свою очередь, тоже хочу поблагодарить всех и организаторов, и участников этого праздника. И хочу сказать, что, в принципе, мы не успели даже остыть, так скажу. С воскресенья мы вот в течение этой недели получили такую хорошую дозу народной музыки. Мы все, кто были в Чудерлоке, мы, считайте, практически с 11 до 5 вечера слушали только народную музыку. И сегодня это была так, кульминация, наверное, нашего просвещения, да, будем так говорить, в этой области. Спасибо всем организаторам. Я думаю, что вечер наш удался. И будем продолжать работать. Спасибо.